палисадника зайти, в палисадник зайти. Вот так. И лажу туда, в комнату свою. Тоньку, чтоб не свалиться. С волнением и с чувством радости Анфиса Конюхова приезжает уже в свой новый дом. Квартиру пенсионерки выдали в микрорайоне Звездный. Сейчас там активно идет строительство многоквартирных зданий, но уже некоторые объекты сданы и введены в эксплуатацию. Зашла к себе на квартиру, на новую. Приехала. Бабушка десятилетиями проживала в непригодных условиях. Она давно мечтала о таком комфортном доме. Для меня как дворец. После 30-летней жизни там, для меня это как дворец. Больше всего она рада благоустройству, так как в старом доме никаких удобств не было. Наконец-то у меня появились благоустройство. И ванна, и раковина, и там туалет. Ну неужели мне до сих пор говорю же, не верится, что я ведра таскать не буду, ведерно-выносная система у меня уже кончится. Эта квартира стала новым глотком воздуха, ведь совсем недавно она потеряла мужа, с которым рука об руку прожила долгие годы и мечтала переехать в новое жилье вместе с ним. Ну не первый этаж, не второй этаж, а третий самый хороший. У меня муж мой тоже всегда говорил, если предложат, говорит, третий этаж только бери, только третий этаж. Специально для того, чтобы заняться приятными хлопотами, она взяла отпуск на работе и теперь все свое время посвящает вопросам переезда. Светлая, просторная двухкомнатная квартира с готовым ремонтом. Для Анфисы Михайловны это мечта всей ее жизни. Она перевезла сюда практически всю мебель, осталось докупить только прихожую и поставить здесь кухонную. Сейчас пенсионерка занимается оформлением документов и сбором справок об уплате всех коммунальных услуг. После этого она должна сдать ключи от старой квартиры в департамент жилищных отношений, так как она является муниципальной. Более того, ее новое жилье оказалось больше предыдущей на 6 квадратных метров, что, несомненно, обрадовало бабушку. Я еще пока в шоке. Я пока еще в шоке. Неужели, думаю, иной раз вечером лежу, неужели я перееду туда? Неужели, думаю, отсюда уйду, думаю. Так что вот буду жить, радоваться. Вместе с ней в этот многоквартирный дом переехали и ее соседи. Напомним, что в аварийном доме проживало 7 семей, и они все ждали расселения. Остальные собственники до этого получили денежную компенсацию. Светлана Амосова, Челус Иннокентьев, Якутск.